Я хочу обратиться непосредственно к тебе, мое любимое дитя, и заверить тебя, что эти трудные обязанности не будут беспокоить тебя, потому что я позабочусь о них. Подобно тому, как ветры и бури подчиняются моим приказам, я успокою бурю неуверенности в вашем сердце и обеспечу необходимое вам спокойствие. Если вы тревожитесь или находитесь в стрессе, я могу помочь вам расслабиться. Желаю вам мирных дней и ночей. Вы обладаете многими благами, но легко упустить их из виду, когда беспокоитесь о невероятных событиях или людях, не способных причинить вам вред. Сохраняйте спокойствие и никогда не позволяйте слухам в СМИ напугать или ранить вас. Независимо от того, сколько людей обернется против вас или насколько трудным покажется ваш выбор, я буду тем, кто решит вашу судьбу. Не бойтесь даже посреди хаоса, потому что я защищу вас от вреда. Я никогда не оставлю тебя, так что оставайся сильным и смелым. Это свидетельство моей безграничной любви к тебе. Сейчас я обращаюсь к вашему сердцу, чтобы помочь вам преодолеть давнюю неопределенность. Моя любовь к тебе огромна, продемонстрированная в этот момент. Я исцеляю раны, нанесенные другими и вызванные вами страдания. Само собой разумеется, что ваши страдания не были напрасны. Это превратило вас в сострадательного защитника тех, кто вам дорог. Ваши противники стремятся разрушить ваш покой, но помните истины. Моя любовь к вам не знает границ, мое милосердие безгранично, и мой Святой Дух защищает вас. Даже если ты споткнешься, я помогу тебе снова подняться. Не теряйте веру и не поддавайтесь страху, ибо я приду к вам на помощь. Молитесь за тех, кто поступает неправильно, и избегайте их влияния. Встаньте перед лицом презрения. Твоя сила была на тебе мной. Идите уверенно, даже несмотря на опасности и препятствия. Подойдите ко мне со своими надеждами и мечтами, я могу справиться с любым испытанием. Я буду рядом с тобой, предлагая поддержку и спокойствие. Твоя правильная позиция рядом со мной, так что прими ее. Сохраняйте безопасность и уверенность сегодня, вас охватывает любовь. Я решил благословить тебя, так что прими это с благодарностью. В вашей жизни вот-вот произойдет что-то замечательное, я начинаю снова с тебя. Неожиданная помощь придет, открыв двери прибыли и возможностей. Распространяйте информацию и всегда не забывайте молиться. Поговори со мной, закрой глаза и молись, и я буду с тобой. Не отвергни мою милость и благословение. В трудную минуту помни, я всегда с тобой. Имейте уверенность, избегайте вводящих в заблуждение учений и выводов и воздерживайтесь от необоснованной критики. Будьте бдительны и избегайте поспешных суждений. Предположения возникают, когда кто-то унижает другого, противник придумал ловушку, в которую вы не должны попасть. Я привожу вас, чтобы вы были примером для других, источником силы для вашей семьи и предостережением от того, чтобы вы не попадали в ловушку чужих ошибок. Я ищу искренних, верных и преданных людей, чьи сердца обожают меня и мои правила. Пожалуйста, прислушивайтесь ко всем моим сообщениям, если ваши опасения мешают вам полностью понять то, что я говорю. Я надеюсь, что это сообщение найдет отклик в вашем сердце. Вы получали это от меня несколько раз. Я дам тебе спокойствие и безмятежность,
которых ты желаешь, но помни мои слова и храни их близко к сердцу в те дни, когда твой противник, рычащий лев, попытается съесть тебя и проверить твою веру. Слушай мой голос, пусть он войдет в твою душу. Мое слово направляет вас и дает вам силы преодолеть все трудности. Вы будете в безопасности от опасности, пока будете помнить мои слова и всегда держать их при себе. Не плыви в лицо нечестивцам. Если ты произнесешь эти слова с убежденностью, я дам тебе силу, и все беззаконники разбегутся. Болезням, страданиям и меланхолии не будет места в вашем доме. Мои слова защитят ваших близких от вреда, и никто не сможет встать у вас на пути. Я хочу видеть ваш разум полностью бдительным, ваши глаза полностью открытыми, а ваше сердце полным волнения. Мои мысли и множество замечательных вещей уже в пути. Сейчас настал момент расширить свой кругозор и пожинать плоды всех своих усилий. Благодаря всему, что с вами произошло, вы приближаетесь к лучшей семейной жизни. Мой план на вашу жизнь станет ясен, когда вы и ваши близкие увидите чудесные знамения. Не будьте снисходительны ни к кому, вместо этого относитесь к ним с уважением, которого они заслуживают. Воздержитесь от осуждения тех, кого я простил, независимо от их возраста и проступков. Растите вместе с людьми, которые вам не безразличны, потому что я хочу изливать благословение на других через вас. Сделав это, я благословлю тебя гораздо больше. Встречая других на своем пути, пусть ваше сердце будет рекой живой воды, текущей к ним. Благодаря вам они увидят признаки здоровья, исцеления и чудесные события. Ваша улыбка подарит им оптимизм, который они ищут. Моя доброта к вам позволит даже моим неверующим увидеть, что я искренен. Каждый, кто покается и приблизится ко мне, истинно увидит это. В день моей любви я развею печаль, отчаяние и окутаю тебя объятиями своей благодати. Просто выйдите, высоко поднимите руки и заявите миру, что вы доверяете мне вести и обеспечивать вас. Будьте внимательны и строго придерживайтесь того, что я говорю. Примите меры прямо сейчас, примите эту мазь для исцеления. Доверьтесь силе, которую я дарую вам, не чувствуйте страха или усталости. Действуйте осторожно, пошлите мне свое любящее принятие моих даров, распространяя мое послание, и храните благодарность в своем сердце. Твой разум лихорадит, и я могу сказать, что тебе трудно заснуть. Я помогу вам преодолеть ваши страхи, освещая ваш путь вперед, освобождая от груза ваших ошибок и залечивая эмоциональные шрамы. Вы свободны от цепей, которые связывали вас в прошлом. Сохраняйте свою веру и с нетерпением ждите того, что ждет нас в будущем, зная, что я никогда не оставлю вас. Я люблю тебя так сильно, что отдал свою жизнь на кресте и воскрес из мертвых, чтобы ты имел жизнь вечную. Поэтому вы должны принять мою правду, поверить тому, что я говорю. Под моим руководством вы сможете избежать неправильных поворотов и найти свой путь. Если вы придете ко мне с твердой убежденностью, я дам вам свою благодать. Никогда не бойтесь запутаться или остаться в одиночестве, с простой молитвой «Я рядом с вами». Верьте в хорошие вещи, которые встречаются на вашем пути, и терпеливо ждите их. Обязательно отвечу. Как только они окажутся в вашем распоряжении, я укреплю вашу волю, чтобы вы могли пережить жизненные бури с достоинством и достоинством.
Вы останетесь непоколебимыми и невозмутимыми перед обманом, клеветой, оскорблениями или беспочвенными угрозами. Поверьте мне, когда я говорю что-то. Не бойтесь, ты сильный. Отпустите стыд и вину, которые вас сдерживают, и выйдите из клетки, которую построили для вас другие люди. Воздержитесь от того, чтобы негативные эмоции управляли вами, и освободите свои мысли от ненужных споров. Оставьте обиды в стороне и отпустите людей, которые вас обидели. Оставайтесь сосредоточенными на здесь и сейчас. Выбранная вами миссия осуществится, потому что будущее в моих руках. Вы и ваши близкие вскоре испытаете любовь к чуду. Могучие синие, которые научили твоим беззакониям, теперь охраняют твой дом. Верь в меня, я удовлетворю ваши потребности, когда вы скажете мне, в чем они заключаются. Если вы спросите меня, я могу предоставить вам еду со вкусом каменного меда и ежедневно кормить вас лучшей пшеницей. Я даю свои обязательства и постоянно готов предложить вам больше. Пусть эти слова спокойствия охватят тебя на рассвете. Потому что они служат вашим защитным барьером, прислушайтесь к моим словам и спасите своих близких от лап зла. Пусть сияние благодати охватит их, принося спокойствие с каждым днем. Даже если вам это кажется невозможным, я сделаю чудеса. Я благословлю ваших близких здоровьем, обеспечением, свободой и изобилием. Кто еще может подарить вам такое необыкновенное чувство радости? Кто приветствует то, через что вы проходите, и то, что вам действительно нужно? Кто еще может предложить вам такой успокаивающий покой и исцеляющую любовь? Чтобы спасти тебя, я не умер на кресте, а потом воскрес. Я пишу о ваших днях и формирую вашу судьбу и будущее. Я могу делать все, что захочу. Я говорю о своей любви, и многие об этом спрашивают. Они предпочитают ложные объяснения, которые сдерживают их разочарование. Многие доверяют лжемира, считают, что я их не люблю и пытаюсь их наказать. Однако чудесные и чудесные вещи ждут вас и вашу семью на горизонте, потому что вы слушаете меня прямо сейчас, мое драгоценное дитя. Верьте в эту чудесную любовь, нежную и благотворную. Терпение, понимание и умение никогда не обижаться принесут великие и великолепные награды. Неизменная любовь, которая всему верит, всего надеется и все переносит, держится истины и никогда не ведет счет несправедливости. Будьте стойкими в этой бесконечной любви. Это краеугольный камень сверхъестественных даров, которые вы уже получили, веры, надежды и любви. Любовь лучшая из трех, и я подарю ее тебе навсегда. Осознайте это и ежедневно используйте свой собственный почерк. Возьмите его, покорите его с непоколебимой верой и решимостью, что делает меня счастливым. Жизненные препятствия не остановят вас, вас не так-то легко напугать. Я вижу в тебе много себя. Делать то, что правильно, помогать и служить, сохранять целостность и гармонию вашей семьи, а также приветствовать каждый день моими благословениями на рассвете. Все это, я знаю, глубоко в вашем сердце. Продолжайте в том же духе, сохраняйте это доверие. Быть тем, кто вы есть, это своего рода обожание и похвала самому себе. У тебя чистое сердце, и я чувствую, что твои дела прославляют мое имя. Вы являетесь примером человека, который глубоко любит меня и имеет непоколебимую веру.
Я бы хотел, чтобы больше людей увидели, что я уважаю вас. Вы стойко преодолели жизненные трудности, хотя фальшивые друзья причинили вам боль и забрали ваши вещи. Вы не отнеслись к ним враждебно, так как они не смогли забрать то, что было для вас самым важным. Нет никаких сомнений в том, что ты мое любимое дитя благодаря твоей вере, преданности и непоколебимой решимости выполнить мою волю, чего бы это ни стоило. Слово, которое я посадил в вас, обильно благословило вас, и впереди еще много хорошего. Будущее светлое, поверь, что я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Если тебе что-нибудь понадобится, смело приди ко мне и положи свое сердце на мой алтарь. Продолжайте сохранять стойкость, даже когда сталкиваетесь с искушениями сомнения или несправедливости. Я всегда буду на твоей стороне. Я окружаю вас своим божественным присутствием, где бы вы ни находились, и мои небесные солдаты готовы помочь вам одержать победу над любыми злыми врагами, которые осмелятся встать на вашем пути, когда вы стремитесь исцелить и искоренить все болезни. Силы зла не разрушат вашу жизнь, близких, здоровье и богатство. Каждый, кто живет под вашей крышей, будет свободен и победоносен. Представьте, что мое освещающее присутствие наполняет ваш дом, вызывая регулярные действия из потустороннего мира. Ваша доброта и щедрость тронут замечательные семьи вокруг вас. Оставайтесь верными тому, кто вы есть, перестаньте впадать в скептицизм. Присоединяйтесь ко мне, продолжайте учиться и расти. Обожай меня, мое драгоценное дитя, и позволь спокойствию охватить тебя, которое укрепляет тебя, поскольку мой Святой Дух изо дня в день раскрывает мое обожание тебе. Я всегда буду любить тебя. Сегодня вы отметили еще один день жизни, поэтому зачем еще больше колебаться? Разомкнуть губы и выразить свою благодарность своими словами ничего не стоит. Я знаю о ваших потребностях еще до того, как вы скажете хоть слово. Доверьтесь мне, присоединяйтесь ко мне и наслаждайтесь тишиной и покоем. Выделите немного времени в течение дня, чтобы поразмышлять о многих благословениях в вашей жизни, включая людей, которым вы благодарны, и хорошее здоровье, которое у вас есть. Ваш дом окружает аура сверхъестественной защиты, а ангелы-воины бдительно охраняют ваши мечты, готовые к любым неожиданностям. Вам следует рассчитывать на свои благословения по нескольким причинам, вы полны оптимизма и уважения к моей доброте. Ваше путешествие, поскольку у вас есть так много великих вдохновений, о которых можно думать каждый день, дает вам уверенность в том, что ваша судьба в моих руках. Я живу в благодарном духе, который знает, что он чудесно благословлен, осознает свою нужду во мне и ищет меня с надеждой и уверенностью. Я вижу, что иногда ты нервничаешь из-за каких-то жизненных событий, но это вполне нормально. Постарайтесь не перенапрягаться слишком сильно. Обязанности ложатся на ваши плечи тяжелым бременем, когда вы беспокоитесь о мире вокруг вас. Противник нашептывает вам в голову нездоровые идеи и превращает беспокойство в страх, который, в свою очередь, заставляет вас чувствовать тревогу и потерянность. Я терпеливо жду, когда ты встанешь и выпустишь гром, который сведет противника с ума. Цените все, что у вас есть: жизнь, близких, здоровье и умение наслаждаться этим. В трудную минуту ваша искренняя вера и благодарное сердце защитят вас, как бы плохо ни было. Я буду рядом с тобой, когда ты проснешься, готовый утешить тебя.
Я хочу услышать звук вашей сердечной благодарности, наполняющий ваш дух благодарностью, когда вы начинаете каждый день выражать свою благодарность за жизнь. Даже если ты не болен, тебе все равно следует прийти ко мне. Теперь отпустите то, что вас тяготит. Я возьму чувства под контроль и изменю их одно за другим. Печаль на удовольствие, стыд на надежду и так далее. Чувства безнадежности и отчаяния, которые задерживаются в вашем уме, заставляют вас верить лжи, сказанной вам в прошлом. Грустное никогда больше не будет существовать из-за меня. Ты, дорогой ребенок, который доверяет мне, выполняет мои приказы и подчиняется мне с безусловной преданностью. Я великий Бог. Слушание моей речи облегчит любую душевную боль, потому что моя кровь обладает силой. Где бы вы ни находились, полный контроль над своим здоровьем, с головы до ног, у вас под рукой. Поднимитесь с пола, возьмите в руки свои мечты и идите дальше. Присоединяйтесь ко мне, и мы отправимся на вершину победы, где вас ждет успех. Святой Дух запечатывает чувства, которые я зашиваю в твое сердце. Вы получите дар, который я собираюсь вам дать, пока вы верите в меня и мое вечное слово и остаетесь незатронутыми. Когда вы откроете свое сердце своему Небесному Отцу, который любит вас больше всего на свете, для тех, кто слушает мои учения и верит в меня с духом простоты и смирения, вот-вот произойдут великие и чудесные события. Признайте свои ошибки, выбросьте зло из своей жизни и поклянитесь продолжать непоколебимо. Дорогое дитя, у тебя есть моя беспокойная любовь. Мое сердце жаждет, чтобы ты исправил, разорвал свои оковы и уничтожил их. Ложь, которая захватила вас и заставила поверить, что кто-то еще в этой вселенной обладает большей силой, чем я, это проклятие и заклинания, которые заставляют дрожать небо и землю, пока я говорю. Силы тьмы рушатся в моем присутствии. На этой планете нет никого, ни человека, ни другого человека, кто мог бы встать у вас на пути, причинить вам вред или сделать вам что-нибудь плохое, потому что вы не одиноки. Каждое мгновение каждого дня мое святое присутствие окружает тебя, мои руки обнимают тебя, и сила моей крови защищает тебя. Наступит конец всем несчастьям, страданиям и слезам отчаяния. Во втором я дарю вам радость и спокойствие. Возьмите и наслаждайтесь. Подтвердите свою веру в меня и дайте мне знать, что вы ее поняли. Встаньте на одно колено и поблагодарите Бога за чудеса и любовь, которые вам предстоит испытать. Вы с нетерпением ждали фантастической новости, и вот она. Каким бы тяжелым ни было твое бремя, я подниму его. Я благословлю все три сферы – семью, здоровье и богатство. Вы собираетесь вступить в период выздоровления. Будьте очень осторожны, потому что я покажу вам путь и скажу, что делать, чтобы ничего не произошло и все сложилось хорошо. Пожалуйста, не торопитесь и решите встать передо мной на колени и вернуться к моему слову. Примите окончательное решение довериться мне, позволить мне направлять ваши заботы и тревоги, укрепить ваш дух, находясь в моем присутствии, и услышать мой голос с сердцем, наполненным любовью. Я хочу показать вам путь назад к целостности, чтобы вы смогли вернуть все, что у вас отняли, чтобы вы смогли обрести радость, которой вам не хватало, и, наконец, положить конец преследующим вас проблемам. Я хотел бы идти с вами, пока вы ищете внутреннего мира и спокойствия.
Если вы жили в ужасающей тревоге, я бы хотел помочь вам освободиться. Если вы хотите, чтобы тревога ушла, вам не следует удерживать ее или пытаться скрыть. Я больше не позволю тревоге управлять тобой. Сегодня огромная цена, которую вы заплатили за свои ошибки, наконец-то подошла к концу. Я освобождаю тебя от любого вреда. Мой дух очистит тебя. Сокрушительная тяжесть стыда и сомнений, которые вы несли, со временем уйдет. Я желаю принести благословение в твою жизнь, моя возлюбленная. Все, что я делаю с мыслями о вас и нашем счастье. Будут некоторые сложные моменты. Я буду рядом, чтобы поддержать вас и ободрить, когда вы столкнетесь с трудностями. Дайте знать, что мне рады в вашем сердце. Если ты позволишь мне контролировать твою жизнь, я впущу тебя в свое сердце. Вы правитель и хозяин. Приходи ко мне, когда тебе что-нибудь понадобится, дитя мое. Покажите свое доверие ко мне. Самый прекрасный подарок, который вы можете сделать, это ваша признательность. Ты должен знать, что я глубоко тебя люблю, чтобы ты мог в это поверить. Нет никаких препятствий для того, чтобы заново открыть для себя удовольствие для победоносного духа, который ежедневно поднимается с сильной причиной жить. Многие считают вас настоящей находкой, и вы можете оказать немалую помощь. При необходимости вы держите много семян наготове, как щедрое поле. Встаньте и посмотрите, будьте рядом со своей семьей. Вы являетесь источником вдохновения для многих людей, больших и маленьких. Ваш враг неустанно преследовал вас, пытаясь подавить ваш рост и поймать вас в клетку обиды. Он наносит, казалось бы, небольшие раны, которые медленно пронзают ваше сердце, почти убеждая вас в том, что вы никчемны. Однако вы приняли мой совет близко к сердцу, проявили сочувствие, признали вину и попросили прощения за свои проступки. Небесные миры возрадовались твоей сердечной покаянной молитве. Ваша сильная и активная вера укоренилась в борьбе за жизнь. Сегодня, когда вы приходите домой, я рад видеть, что вы открыто и честно делитесь своими глубокими чувствами и переживаниями. Это когда ты снова наслаждаешься жизнью в полной мере. Вы понимаете, что внутри вас есть невысказанные глубины, которые необходимо исследовать. Каждый день я отказываюсь от тебя. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться всем, что у вас на уме и на душе. Я очень ценю тебя. Мне доставляет огромную радость видеть вас здесь. Какая радость, что ты принял мою любовь и что мои слова могут исцелить твою душу. Даже если вы заметили в себе изменения, определенные опасения все равно остаются. Я пришел именно с этой целью. Несомненно, будут моменты, когда вы почувствуете беспокойство, и ваш разум будет переполнен мыслями, которые угрожают украсть ваше спокойствие. Однако помните, что у вас есть возможность каждое утро искать решение посредством молитвы, позволяя себе встретить этот день свободным от бремени, которое вам больше не нужно нести. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и не бойтесь, пока я на страже, у вас есть моя непоколебимая поддержка. Поднимите свою душу, живя своей религией. Стоите ли вы на коленях, сидите или даже лежите в постели, я приглашаю вас прийти ко мне, расслабиться и воспользоваться моментом, чтобы быть благодарным за все в вашей жизни. Ваши близкие, ваша карьера,
ваше здоровье и все остальное, что вы можете считать само собой разумеющимся. Твой голос никогда не бывает для меня слишком громким, и мои ангелы-хранители всегда готовы услышать твои молитвы. Благодать и милосердие изобилуют в твоей жизни, потому что ты мое дитя. Пожалуйста, не стесняйтесь просить меня обо всем, что вам нужно, без страха. Верьте, ведь я способен на великие дела. Зло не сможет помешать мне преодолеть твои проблемы и вредные привычки. Попросите о приятных, ободряющих вещах, и я отвечу с любовью и соответствующим ответом. Я понимаю все ваши трудные моменты, опасения и желания. Во времена горя или изоляции я осознаю это, поэтому всегда буду держать тебя за руку. Я прекрасно понимаю, что в течение дня вам еще раз понадобится моя помощь. Продолжайте молиться ежедневно, принимайте все это и посмотрите, сможете ли вы узнать что-нибудь обо мне. Моя любовь к тебе сильна, как и у твоего отца. Верьте в меня, потому что я правдив. Каждый день я надеюсь, что ты сильный и счастливый, потому что я очень тебя люблю. Расширьте свои возможности, сопровождайте меня в этом приключении. Для меня это достаточная причина, чтобы продолжать посылать вам искренние послания ободрения и вдохновения. Вот ваш шанс, вам суждено было добиться успеха. Никогда за миллион лет я не хотел, чтобы она чувствовала себя подавленной. В вашей жизни были люди, которые критиковали вас, заставляя вас чувствовать себя неполноценным, неудачником и уверенным, что вы никогда не достигнете своих целей. Однако их речи не хватает. Сегодня я здесь, чтобы помочь вам. Вам больше не придется иметь дело с негативными мыслями, чувством неполноценности или пессимизмом. Я желаю, чтобы вы всегда могли чувствовать радость своего сердца, когда носите эту прекрасную улыбку. У вас еще есть надежда, вас ждет долгое путешествие, наполненное восхитительными открытиями. Когда люди добры ко мне, они рассказывают мне разные вещи, дайте мне свое доверие. Держи меня за руку, это показывает, насколько ты заботишься. Продолжайте держаться перед лицом невзгод, я всегда буду любить и заботиться о тебе. Моя любовь к тебе непоколебима и бесконечна. Я собираюсь увидеть тебя сегодня и изменить ход твоей судьбы. Я здесь, чтобы помочь вам, потому что ваша молитва была искренней и полной уверенности. Вера человека – это сила, которая позволяет ему творить чудеса. Что бы ни случилось, ты можешь рассчитывать на мою непоколебимую поддержку, поскольку я глубоко забочусь о тебе. Я здесь, чтобы поддержать вас в это трудное время. Вы хотите со мной общаться, и я буду внимательно слушать, не перебивая ни слова. Моя любовь облегчает вашу боль, не вынося осуждения, и мое присутствие окутывает вас спокойными объятиями, не возлагая вину. Я знаю, что ты хочешь меня, моя дорогая, но я хочу, чтобы ты сказала правду, поняла, что тебе не справиться в одиночку, и приняла помощь. Вы и ваша семья переживаете ужасные времена, и я знаю, насколько вам должно быть одиноко. Путь коварный и мучительный, как наступание на раскаленные камни. Твои эмоции реальны, и я это понимаю. Я пришел защитить тебя от бед, но трудно поверить, что моя рука поддерживает тебя, даже пока ты терпишь эти страдания. Подобно золоту, которое сияет после вынесения огня, все, через что вы сейчас проходите, очищает и совершенствует вас.
Когда негативные вещи внутри вас будут высвобождены, вы также начнете излучать. Освободите негативные эмоции, такие как гнев, гордость, страх, неуверенность и неверие. Продолжайте двигаться вперед, потому что счастье, которое вас ждет, больше, чем все, что когда-либо с вами случалось. Пусть ты всегда помнишь мои замечательные качества и будешь благодарен за множество благословений в твоей жизни, независимо от того, большие они или маленькие. Ваши близкие бесценны, а безопасность вашего будущего стоит больше, чем можно купить за любую сумму денег. Вам не следует бояться потерять такие вещи, как дом, работу, славу или популярность, и вам также не следует о них горевать. Найдите минутку, чтобы подумать о том, что является самым важным. Я прихожу к вам с заботой и любовью в сердце. Я желаю быть рядом с вами, направлять вас и удовлетворять все ваши потребности. Найдите меня любой ценой. Это я присматриваю за тобой сейчас. Я подарю тебе все чудесные вещи в жизни и обеспечу все необходимые тебе благословения. Я дам вам возможность добиться успеха и открою для вас двери. Благословения сойдут на вас. Внимательно следите за своим окружением, особенно когда дела идут плохо. Вы всегда должны помнить, что у меня есть сила превратить невзгоды в возможности для вашего роста и процветания, используя мои способности. Не поддавайтесь соблазну славы и богатства, не влезайте в долги за вещи, которые не важны. Вместо этого позвольте своей духовной жизни процветать, сосредоточив свое внимание на том, что действительно важно. Пожалуйста, выслушайте меня и станьте ближе ко мне в результате того, что я говорю. Много замечательных вещей придет в вашу жизнь, если вы впустите их. Ведите здоровый образ жизни, уделяйте приоритетное внимание дому. Я дал вам смелость и мудрость для решения различных задач. Сегодня больше нет необходимости терять время. Встаньте, будьте смелыми и действуйте решительно, даже если вы чувствуете себя подавленным или расстроенным. И если вы послушаетесь меня, даже если другие люди не согласятся или усложнят вам задачу, вы ничего не потеряете. Поверьте мне, когда я говорю, что вам следует молиться за них, работая над улучшением ситуации, но не позволяйте их критике или предложениям отклонить вас от вашего первоначального плана. Те, кто принимает неверные решения, не смогут вам сильно помочь. Я хочу, чтобы ты поставил меня на первое место в своем сердце, но знай, что я здесь для тебя, несмотря ни на что. Сделайте это, и я не только помогу вам, но также обеспечу ваше процветание и осыпаю вас благами, выходящими за рамки денежной ценности. Я вернусь. Ваша воля к жизни укрепит вас и поможет преодолеть невзгоды, даже когда вы чувствуете себя слабым и обескураженным. Все вокруг тебя, даже те, кто последует за тобой, заметят все благословения, которые я дал тебе. Поверьте мне, когда я говорю, что благословлю вас, очищу ваш путь и приведу мое величие в ваш дом. Я родитель, который хочет войти в вашу жизнь и оказать на нее глубокое влияние из-за моей глубокой любви к вам. Я стою у двери и прошу вас впустить меня, чтобы я мог принести чудесные, необыкновенные и удивительные перемены в вашу жизнь. Я понимаю ваше затруднительное положение и никогда не потерплю холодного отношения в вашем доме. Мое прикосновение принесет поток благословений в вашу семью, гарантируя, что ваш дом будет наполнен радостью на долгие годы.
Ты был верен мне долгое время. Ты ставил меня превыше всего, постоянно молился, постился и плакал. Я предупредил, что наступит день, когда ваша верность принесет плоды. Я принесу в ваш дом мужество, счастье и отменное здоровье. Освободитесь от самоуверенности, приготовьтесь к большим переменам и отпустите старые привычки беспокойства и чувства разочарования. Я позабочусь о том, чтобы все, что я тебе обещал, произошло. Когда я благословляю вас, это потому, что я хочу, чтобы вы были мудрыми, сильными и хорошо использовали ресурсы, которые я вам дал. Благодарите меня и верьте в меня, потому что я меняю вашу жизнь к лучшему, и вскоре вы откроете для себя много возможностей. Вы уже довольно давно воспитываете в себе чувство веры в себя. Ты никогда не сомневался в моей силе или моем присутствии с тобой, даже в самые трудные времена. Сегодня я смог помочь тебе, потому что ты преодолел трудности. Если вы посадите семена во имя мое, я принесу обильный урожай для вас и всех вокруг вас. То, что я собираюсь доставить в ваш дом, превосходит все, что вы можете себе представить, и польза от верности уже близка. Ваша вера бесценна, а ваш скромный и скромный характер поможет вам далеко. Приготовьтесь, потому что я открою двери, которых вы никогда раньше не видели, и проведу вас в неизведанные регионы, где изобилует процветание. Я ценю тебя, моя дорогая. Эй, ты как? Ты сможешь противостоять любому препятствию, если останешься твердым в своей вере и поверишь, что именно я решу твою судьбу. Я тот, кто сделает все за вас. Когда с тобой случаются хорошие вещи, это из-за меня. Проводи время со мной, найди утешение в моих теплых объятиях. Если ты попросишь меня в трудную минуту, я покажу тебе мир. Не поддавайтесь искушению позволить врагу убедить вас, что ваши проблемы неразрешимы. Когда наша вера объединяется, мы можем совершать великие дела. Доверьтесь мне, а не человеческой логике. Я единственный источник твоей силы. Никто другой не сможет поддержать вас, укрепить, увеличить вашу радость во времена сомнений или изменить ваш взгляд на жизнь. Помнишь, как ты плакала мне о своей боли из-за того, что его бросили? Я пришел, чтобы показать ей, как сильно я ее люблю, подняв ее, и с тех пор я никогда не переставал это делать. Будьте уверены, сейчас вы находитесь на пороге достижения столь многого, поэтому сейчас не время погрязнуть в неуверенности в себе или зацикливаться на прошлом. Проблема возникла потому, что вы часто действовали, не подумав, не обдумав и не помолившись. Я никогда не пытался поставить дистанцию между нами, но ты пытался поставить дистанцию между нами, поэтому я взял на себя твое бремя. Желаю вам найти утешение в этот день. Я наполнил вашу душу мужеством, чтобы вы могли противостоять предстоящим испытаниям, вести необходимые разговоры и отстаивать то, во что вы верили во время своего создания. Еще до того, как мы узнали друг друга в мирном убежище живота, где симфония жизни начинается с первых занятий, я рядом с тобой, и твои мечты сбудутся. Когда я отправлялся в невероятный жизненный путь, я смотрел с переполненным сердцем любовью. Я всегда здесь для вас, предлагая непоколебимую поддержку и мудрость каждым поворотом и нежным прикосновением рук. Я формирую тебя, мое любимое создание, на гончарном круге жизни, приближая тебя к тому видению,
которое я всегда лелеял для тебя ведению красоты, цели и удовольствия. Я художник, вы не одиноки на этом пути самопознания. Несмотря на то, что вам предстоит столкнуться с долинами, окутанными неопределенностью и горами трудностей, вы никогда не должны чувствовать себя одинокими. Мое присутствие окутывает тебя, изолирующий покров на зиму среди хаоса. Это превратилось в печальный шепот: «Я здесь с тобой, держи тебя за руку и двигай шагами». Когда тьма окутывает ваши дни и ночи, я понимаю вашу человечность и внутреннюю уязвимость. Времена отчаяния. Даже у самых изысканно устроенных человеческих сердца и мозга есть свои ограничения. Помните о высшей жертве, которую я принес ради вас на кресте, когда вы чувствуете себя одиноким и растерянным, чтобы гарантировать, что вам, мои возлюбленные, никогда не придется проходить через жизненные испытания в одиночку. Я охотно принял страдания и изоляцию и даже искал их. С каждым криком, вздохом, печалью и достижением я тоже здесь. Хотя смерть находится на горизонте каждого существования, мое распятие и воскресение превратили его в врата к славе. Вместо ямы отчаяния во всей сложности и окончательности жизни я сделал смерть последним и ужасающим противником всего лишь за короткую паузу перед началом вечного дня. Верьте в меня на своем пути по жизни, я одновременно и путь через лабиринт существования, и мост через яму небытия. Позвольте этому факту послужить вам путеводной звездой. У тебя всегда будет вечное место в моем сердце, ты будешь маяком, когда неопределенность угрожает утопить тебя. Имейте в виду, что я всегда рядом с вами, даже когда ваша вера пошатнется. День и ночь я – неподвижный столб из облаков и огня, ведущий вас через пустыню жизни в страну мира и изобилия, где свободно текут молоко и мед. Красота творчества является для меня постоянным источником вдохновения, а каждый рассвет и закат служат напоминанием о моем постоянстве и заботе. Размышления о моей любви к тебе можно найти в нежной красоте одной страницы «Космос огромен и вдохновляет». Рассказ о моей преданности подобен картине на холсте. Это заканчивается искуплением, которое я даю тебе всю свою жизнь. Я призываю вас принять участие в этой эпической истории. Я приглашаю вас молиться в тишине, потому что каждый вздох – это возможность стать ближе ко мне. Благочестивая музыка, акты любви и щедрости раскрывают меня. Я чувствую твое дыхание на твоей коже и мгновенно понимаю твои мысли. Каждый проходящий день – это для вас возможность увидеть плоды моих благословений, укрепить свой характер перед лицом невзгод, обрести знания и духовный рост на основе пережитого опыта и почувствовать изобилие моей любви. Ваша жизнь – драгоценный дар, поэтому позвольте своему сердцу стать заботливым местом, где вера может расти и процветать. В своих отношениях с другими помните, что они – плоды моего сердца. Своей щедростью покажи любовь, которую я тебе даровал. Ваше прощение должно быть знаком моей милости. Шлю сострадательные и утешительные объятия всем вокруг, своим примером дайте им знать о моем присутствии. И когда солнце зайдет, а дни станут короче, не бойтесь, я буду рядом с тобой, как и всегда, чтобы вести тебя в сумерках к свету моего вечного дня. В моем присутствии решение всех ваших проблем и исполнение всех ваших мечтаний. Моя любовь – меч, а моя вера – щит, так что иди вперед без страха, дитя мое.
В каждую секунду твоей жизни лирическая мелодия моих слов должна служить компасом. Я с вами веду вас к величайшему удовольствию и безграничному великолепию моего королевства. Моя милость всегда будет обнимать тебя, бесконечно обожать тебя и дорожить тобой навечно. Временное средство для вашего усталого сердца моя душа часто оркеструет уста других, даже посредством так называемых совпадений, сплетая узор элегантности и войны в вашей жизни. Природа – великолепное выражение моего воображения и моей любви к тебе. Найдите минутку, чтобы полюбоваться этим. Я люблю тебя все больше и больше с каждым днем, и это видно по цветущим цветам и шелесту листьев. Моя любовь не является статичной силой, она всегда движется, находя новые способы украсить и согреть каждый уголок вашего существования. Пожалуйста, позвольте своему сердцу быть открытым, чтобы вы могли увидеть дары, оценить мое творение во всей его красе, от монументального до минутного, от замечательного до обыденного. Под радостный детский смех, теплые объятия друга или покой звездной ночи я прошу вас принять эти подарки с распростертыми объятиями, но и беречь их, хранить их близко к сердцу. Подумайте, что они означают, и поблагодарите за то, как они проявляют мою любовь. Запишите эти мысли на бумаге и сохраните воспоминания, чтобы они всегда были с вами и напоминали вам, как много я для вас значу. Воспоминания о событиях, окружающих мою любовь, не только они будут питать ваш дух и вооружить вас для того, что ждет впереди. Независимо от того, насколько велика буря или землетрясение, моя любовь к тебе останется нерушимой. В самых мрачных обстоятельствах оно удержит вас, даже вечная неразрывная связь. И если вы когда-нибудь попадете в шторм, моя любовь будет рядом, чтобы указать вам путь и предоставить убежище от худших штормов. Я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь с тобой на каждом этапе пути, сейчас и навсегда. Она обитает в мягком шепоте раннего ветра. Любовь, симфония вашей жизни – это песня надежды, спокойствия и радости. Успокаивающее тепло солнца на твоей коже, неожиданный звонок друга и песня, которая обращается непосредственно к твоему сердцу. Любовь – это мой величайший подарок тебе, поэтому будьте сильными. Пусть это будет решимость, которая поможет вам пережить трудные времена, озарение, которое укажет вам путь. Моя любовь с вами на каждом этапе пути, пока вы стремитесь обогатить свою жизнь благами. Мои корни ткут узоры за пределами человеческого понимания, неизмеримые и божественные. Придите ко мне со смирением, осознавая пределы своего мышления и склоняясь перед бесконечным простором моего блеска. Хаос и порядок живут вместе, создавая симфонии, мелодии которых зачастую непонятны. Верьте в мои безграничные знания, ибо чудеса, превосходящие человеческое понимание, изобилуют как в небесных, так и в земных сферах. Твоя нить, связанная с моей бессмертной любовью, золотая, вплетенная в гобелен вечности. Путешествуя по жизни и последующим, следите за моим взглядом и внимательно слушайте мои слова. Культивируйте веру в своем сердце, даже в тишине ожидания. Развивайте невидимую силу посредством правила моего присутствия. Прислушайтесь к шепоту моего возлюбленного, каждый момент тишины. Это возможность больше опереться на меня. Появляются скрытые преимущества, некоторые из которых скрыты в загадке будущих эпох, а другие находятся у ваших ног в настоящем. Будьте уверены, их слово – закон.
Пребывание в моей любви и подчинение твоего духа моей заботе сохраняет тебя бдительным и уравновешенным в вере. Поверьте мне, непоколебимое сердце украшает вас наслаждением и непостижимым спокойствием. Ваша жизнь – это полотно смысла, каждая нить терпения создает небесный узор. Доверие служит одновременно ориентиром и конечной целью. Верьте в мои обещания облегчить ваше сердце, пока вы идете по этому пути. Испытайте предвкушение, тишину и непредсказуемость, зная, что моя любовь обнимает вас в каждый момент тишины и ожидания. Терпение открывает безграничное счастье и вечное спокойствие. Моя любовь следует за тобой, как броненосец, глубоко преданный этому начинанию. Обратите внимание, моя любовь проявляется во многих формах, тонких и явно очевидных. Когда мы идем вместе, войдите в святилище, где изобилует чистое удовольствие, а радость превращается в силу. Идти рука об руку через жизненные трудности – это акт любви, веры и надежды. Пусть счастье будет вашим компасом, формирует ваш взгляд на мир. В каждой встрече будьте маяком радости, целителем, сияющим светом и излучающим целительную энергию, куда бы вы ни пошли. Когда вы приближаетесь к кому-то, кто участвует в этом священном действии, сила, которая превращается в радость, резонирует с небесным хором, распространяясь и воздействуя на жизни невообразимым образом. Ваша радость освещает путь угнетенным, приносит свободу порабощенным и утешает печальных. Счастье не в погоне за временным удовлетворением или накоплением материальных благ, скорее, его можно найти в мелочах, в оценке обыденности, в звуке детского смеха или в великолепии заката. Путешествуя вместе, пусть вы найдете моменты спокойствия и мирного сердца, наполненного молитвой. Даже когда вы переживаете трудные обстоятельства, позвольте радости оставаться рядом с вами. Пусть он послужит крепостью во времена радости, твоей песней утешения во времена бед и твоим убежищем, потому что в моем присутствии есть безграничное удовольствие и бесконечное удовольствие в моей правой руке. Следуй за моей радостью, моя дорогая, и найди богатство жизни в полной мере. Наслаждение полное, оно длится всю жизнь, и вы можете претендовать на него. В огромном гобелене существования я призвал вас из тьмы, чтобы вы вознеслись в королевскую родословную моего царства. Это больше, чем просто переход из тени к свету. Я одел тебя в мою одежду праведности и дал тебе честь и славу, которые положены в моем царстве. Станьте больше, чем ночным кочевником, как любимый член моей королевской семьи, ты занимаешь особое место в моем сердце. Само твое существование приносит мне огромную радость, и я должен лелеять тебя. Решение доверить свои молитвы таким несовершенным людям, как вы, было намеренным и обдуманным. Я очень хорошо знаю твои слабости и разрыв, существующий между твоими навыками и миссией, которую я для тебя возложил. Это не ошибка в замысле, а важная часть моей священной схемы. Вы испытаете обостренное чувство собственной неполноценности и придете к осознанию того, что без моей помощи вам не справиться с этой задачей. Это понимание не предназначено для того, чтобы унизить вас, а скорее для того, чтобы вы могли больше полагаться на мою безграничную достаточность. Признание своих недостатков – это не призыв погрязнуть в жалости к себе, а скорее сосредоточить свою жизнь на его жизни, несмотря ни на что. Вместо того, чтобы зацикливаться на своих недостатках,
это осознание может привести вас к свободной радости забыть о себе. Вы будете знать, что зависите от моей помощи, потому что вы полагаетесь на меня во всех своих нуждах. Твое лицо отражает великолепие моего величия. Примите преобразующую силу моего присутствия, когда вы заявляете о моих прошениях. Пусть твоя жизнь будет маяком моего блеска. Открытость разума важнее безупречности. Мою силу можно увидеть не в препятствиях, а в недостатках, трудностях и неудачах вашей жизни. Когда ты слаб, сияй моей силой. Примите эту миссию с достоинством и храбростью. Живите своей жизнью в полной мере, не как проявлением человеческой силы, а как гимном благодати Божией. В свете моей славы пусть вера руководит вашими путями, любите свои дела и надейтесь на свои слова. Вы и остальные члены моей семьи не просто танцоры в этом небесном представлении, скорее, вы являетесь неотъемлемым элементом великолепного ансамбля, которым я лично руковожу. Как сообщество, вы должны излучать мою любовь и свет в мире, где преобладает тьма. Будьте бесстрашны, двигаясь вперед с мудростью, которую я вам дал. Свети не изолированно, а как яркая звезда среди моего народа, который сам по себе является звездой, отражая мое великолепие. В нашем совместном восхождении из глубины ночи к границам дня я люблю вас, готовлю вас и даю вам силы свидетельствовать о моей вечной благодати и любви. Путешествуя по лабиринту жизни, впустите в себя таинственные вещи, которые не поддаются объяснению или пониманию. Вы стоите на святой земле и имеете доступ к тайнам, которые дремали в течение многих поколений, пока они не были открыты вам в Новом Завете через воплощение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. То, что когда-то было окутано тайной, теперь стало известно. Вечное, божественное можно увидеть через вновь открытые факты. Хотя у вас есть это понимание, которое более ценно, чем самое ценное золото, методы, которые я использую в вашем мире, по-прежнему часто остаются загадочными. Окутанный божественной тайной, вам посчастливилось обладать пониманием, которого не хватает многим. Учитывая это, вам предстоит принять важное решение, будете ли вы злиться на тайну или будете поражены величием моих действий. Довериться моим знаниям – это выбор, который вы можете сделать, даже когда облака сомнений затуманивают ваш путь. Я призываю вас взглянуть на меня и поразиться, как вы бы удивились великому художнику, широте и глубине моего понимания. Я тку ткань реальности с искусством, которое находится за пределами человеческого понимания. То, что работает для меня, может не работать для вас, и наоборот. Помните, ничто не более чем космический гобелен, где каждый оттенок и нить имеют определенную функцию. Имейте в виду, что я вдохновитель всего, что происходит, даже в самые мрачные часы неуверенности и растерянности. В этой непостижимой любви я излил свои намерения. Найдите утешение в моей непоколебимой любви и моей неизменной природе, когда вы разгадываете загадки жизни. Моя любовь желает тебе всего наилучшего. Включите окружающие вас загадки в свой духовный путь, позволив себе удивиться им. Они должны служить постоянным напоминанием о моей безграничной натуре, демонстрируя, что некоторые вещи больше подходят для восхищения и удивления, чем для глубокого анализа. Когда запутанность жизни кажется вам невыносимой или когда вы сталкиваетесь с бесконечными вопросами, приходите ко мне.
Откройте для себя ясность и комфорт перед лицом загадок жизни. Доверьтесь моей бесконечной мудрости и позвольте своему сердцу наполниться страхом и трепетом перед широтой и глубиной моей любви и понимания. Эта любовь охватывает все, от самых больших тайн до мельчайших хитросплетений пути. Уверяю вас, что я буду рядом с вами и проведу вас через все испытания. Доверьтесь моим безграничным знаниям и моей непостижимой любви в эти трудные времена. Я дарю вам подарок огромной ценности, пока вы путешествуете по миру. Этот блестящий драгоценный камень необходим для предстоящей дороги. Это больше, чем просто аксессуар. Вы столкнетесь со многими неожиданными препятствиями, такими как резкие неровности, сложные внезапные повороты, испытания чувств и опасные спуски. Поездка без удовольствия сложна, когда борешься с усталостью и безысходностью. В вашу душу проникает фундаментальная истина. Счастье – это не то чувство, которое можно испытать только в хорошую погоду. Уверенность и доверие ко мне – это основа настоящей радости, независимой от жизненных перипетий. По этой причине те, кому повезло меньше, нередко испытывают неописуемое удовлетворение. Больные даже в свои последние дни могут найти большое утешение, зная, что я их Спаситель, Господь и друг. Воспользуйтесь возможностью приносить радость другим и миру, когда вы улыбаетесь. Пусть мой свет сияет через ваше заразительное удовольствие, переполняющее волнение, и приглашаю Святого Духа жить в вас и наполнять вас до невероятных размеров. Пусть эхо твоего смеха и доброта твоих слов дополнят его радость в тебе. В своем появлении я стал маяком, освещающим не только мир, но и самого себя. Любая тьма всегда сможет погасить неуничтожимый свет света, выходящий за рамки физического освещения. Этот небесный свет всегда будет сиять, разгоняя тьму и освещая глубины тайны, ибо природа моя безгранична и сила моя всемогуща. Поскольку ты доверился мне, ты стал ярким ребенком, полной новинкой. Вы претерпеваете метаморфозу, которая затрагивает все стороны вашего существования, а не только поверхность. В твою жизнь вошел новый свет, и ты словно видишь вещи моими глазами. Вы сможете увидеть мир и все его тонкости, включая внутреннюю работу вашего сердца, свежим взглядом. Однако свет часто вызывает дискомфорт, поскольку обнажает давно скрытые части вашего сердца. Оно раскрывает ваши недостатки, возрождает старый стыд и заставляет вас противостоять реальности ваших недостатков, что является жизненно важным шагом на пути к истинному освобождению. Покаяние вызывается этим страданием, следовательно, это не цель. Принятие моих методов и принятие этого света освободит вас от цепей ваших ошибок. Тьма вины прославит эту новую точку зрения как бесценный дар. Подумайте, как тяжело приходится тем, кто еще этого не понял. Несмотря на это, многие были лишены возможности увидеть блестящую истину моего послания, потому что Бог этого века в своей хитрости омрачил их разум. В то время как заблудшие души сломлены жизнью во тьме, вы, мои возлюбленные, не ограничены той же слепотой и можете видеть свет, который может привести вас к вечному искуплению. У вас есть способности увидеть мое величие, отраженное в твоем сердце искупление. Но, мои возлюбленные, вы свободны от такого невежества. У тебя есть способность видеть отражение моего величия в твоем сердце. Вас ведет яркий свет,
а не слабая искорка в бурных водах жизни. Помните, откуда исходит ваш свет. С тобой моя любовь вечна, и мой свет никогда не погаснет. В свете этого обещания укрепитесь, чтобы дать надежду тем, кто все еще теряется в тени. Свет моего существования внутри вас – самый ценный дар, который вы получили, поэтому радуйтесь безмерно. Оно не только дает свет, но и приносит исцеление. Смело идите в этом свете, потому что он не только разоблачает, но и прощает. Ибо это посланник истинной свободы, путь к жизни, прожитый в благодати и изобилии, и гарантия будущего, полного славы и надежды. Присоединяйтесь ко мне в этом приключении с оптимистичным мировоззрением, и я молюсь, чтобы вы открыли внутреннюю решимость встретиться лицом к лицу с неизведанным, и ясность, превосходящую всякое понимание, и свет, который проведет вас сквозь тени. Будучи детем света, это ваше наследие, драгоценный дар от вашего Создателя, который любит вас больше, чем могут выразить слова. Поднимитесь и станьте маяком света. Подобно лучу света в темном мире, я всемогущий Бог, который позаботится обо всех ваших нуждах. Когда тебе плохо, я прихожу к тебе, потому что обожаю тебя. Поскольку вы обратились ко мне за помощью, я здесь, чтобы утешить вас и удовлетворить ваши просьбы. Вы ценны для меня своей стойкой верой и искренними молитвами, и я очень вознагражу вас за них. Еще до того, как ты скажешь хоть слово, я знаю, что тебе нужно. Но как благоуханный фимиам, доносящийся до неба и достигающий моего сердца, я радуюсь, слушая ваши молитвы. Твоя твердая и непоколебимая вера в меня, а также мое понимание моей любви к тебе должны успокоить твое беспокойное сердце. Слава Богу, эти неприятности скоро уйдут в прошлое для вас и ваших близких. Благодаря моим благословениям вы приобретете знания и проницательность. Идите вперед с уверенностью, ищите благосклонности, которую я запланировал для вас, и твердо держитесь своего доверия. Вам нужно снова связаться с этими людьми, и я запечатлю их имена в вашем сердце. Хотя в последнее время вы, возможно, и не общались с ними, я посылаю их к вам, чтобы благословить вас и ответить на их молитвы. Я, как родитель, так отношусь к своему ребенку. Вы получите мои блага, если доверитесь мне и будете искать меня всем своим сердцем. Вам вот-вот представится огромная возможность, но вы должны сохранять смирение, чтобы не стать высокомерными. Пусть ваша вера углубляется, когда вы открываете Библию и изучаете мои святые слова. Обрести чувство уверенности в себе. Заходите каждое утро, чтобы послушать мою проповедь. Быть респираторным – держите то, что я говорю вам, в своем сердце. Пожалуйста, дорожите моими заверениями. Молитва от всего сердца позволит совершить удивительные вещи. Благодаря своему прекрасному отношению вы обязательно достигнете новых высот. Когда ты почувствуешь себя заземленным, продолжай молиться таким образом, моя дорогая. Моя любящая ладонь покоится на твоей голове, и я услышу ответы на твои 40 молитв, в которых звучит внушающий трепет хор с небес. Настало время для тебя смело встретить предстоящий день, моя дорогая. Все мои ангелы-хранители рядом с тобой, и моя любовь окружает тебя. Я тебя люблю. Мы надеемся, что, поделившись с вами этими словами, вы найдете утешение и мотивацию. Пусть эти слова дадут утешение вашему духу,
придадут смелости противостоять предстоящим испытаниям и станут постоянным напоминанием о любви, которая поддерживает вас в жизненные взлеты и падения. Ваши надежды, мечты и бремя, которое давит на вашу душу, очевидны. Иногда из-за тяжести ваших обязательств и событий вокруг вас может возникнуть ощущение, будто вы ходите в облаке. Тем не менее, моя дорогая, никогда не забывай, что я буду рядом с тобой во время всего этого испытания. Люди должны приходить ко мне, чтобы я мог их освободить. Эти слова имеют большое значение, они представляют собой священный договор со Всевышним. Я тот, кто знает, насколько глубоко твое сердце и насколько события в мире могут быть хаотичными, полными неопределенности, а иногда и отчаянными. Итак, когда бремя семьи и работы станет слишком тяжелым, я буду здесь, чтобы предложить вам убежище в моей любви. Несмотря ни на что, помните, что мой мир сильнее любой проблемы, с которой вы когда-либо могли столкнуться. Вы можете чувствовать себя в безопасности от гнетущего давления внешнего мира, когда внутри вас есть этот мир. Ты мое спокойствие, в отличие от того, что предлагает мир. Я дам тебе свой мир, позвольте мне передать вам это. В ваших сердцах не должно быть ни страха, ни беспокойства. Этими словами я даю вам мир, спокойствие, которое не боится перемен, но основано на безграничной любви и непоколебимой вере. В этой среде я ваш постоянный спутник, путешествующий бок о бок. Найдите путь, проложенный виноградной лозой. Помните, я говорил вам быть смелыми и сильными, несмотря на ваши страхи и разочарования. Знай, что Господь, Бог твой, с тобой, числа 1 час 19 минут. Пусть слова, данные Иисусу Навину во время перемен и неопределенности, найдут отклик в вас, когда вы сталкиваетесь с невзгодами. Небесное присутствие следует за вами, куда бы вы ни пошли, не бойтесь. Осознайте, что на этом пути у вас есть спутники, и пусть этот факт укрепит вас. Думайте о присутствии Бога как о предвестнике будущего, в котором вера победит трудности. Трудности, которые вы сейчас испытываете, это не признаки неудачи, а ступеньки на пути, который проложил для вас божественное провидение. Когда вы смело встречаете вызовы настоящего, небесный предшественник прокладывает путь, раскрывая намеки на будущее, в котором все препятствия будут преодолены. Представьте, что вы покидаете берег беспокойства и входите в место покоя. Принять божественное, радуйтесь присутствию непоколебимой любви. Верьте во всевидящий взгляд справедливости и идите смело, зная, что я с вами в жизненной буре. Найдите убежище в спокойной гавани Христа Иисуса, где безмятежность Божья находится за пределами человеческого понимания и где вы сможете избежать мимолетных испытаний этого мира. В потоке жизненных забот пусть мир, превосходящий всякое понимание, станет вашим компасом и щитом. Пусть спокойствие, которое приходит от веры в высшие силы, будет подобно ветру, который уносит вас в бесконечное море любви и мира. Оставайся рядом со мной, пока не придет время мне исправить ситуацию. Пока вы ждете моего вмешательства, непоколебимо верьте в меня. Аминь.